Евразиялык интеграциядагы коңшу Казакстандын абалы азыр дагы жакшы эмес. Коңшу өлкөдөн келген экономист Мерует Махмутова менен биз өткөн жылдын соңунда сүйлөшкөн элек. Анда Бажы Союз деген аталыш актуалдуу болуп турган эле. Бул уюм 2015 жылдын 1-январынан тарта жашоосун токтотуп, интеграциялык принциптер эми Евразиялык экономикалык союздун алкагында уланат. Мындай айтканда аттаган алмашканы болбосо, кызматташуу принциптери, күтүүлөр жана кесепеттер окшош эле. У нас внутреннее потребление строится на импорте. Это касается и продовольственных товаров, и непродовольственных товаров. И в той части, где импортируемая продукция из-за роста тарифов, у нас таможенные тарифы выросли из-за вступления в таможенный союз, импорт подорожал, и граждане на своем кармане ощутили последствия от присоединения страны к таможенному союзу. Если 5 лет назад многие достаточно нейтрально отнеслись к присоединению, но, может быть, не осознавали, как это повлияет на их жизнь, на их благосостояние, то сейчас число людей, которые по себе почувствовали негативные последствия таможенного союза, увеличивается. А в настоящий момент турбулентность, в которую впадает российская экономика, оказывает негативное влияние на казахстанскую экономику. Российская экономика скатывается в рецессию и практически тянет за собой туда же казахстанскую экономику. Кайсыл тармактар аркылуу ошол Россия экономикасындагы кыйынчылыктарды Казахстан өзүнө сезип жатат? В целом, если посмотреть на статистические данные, то даже по итогам только 10 месяцев этого года видно, что по сравнению с 2009 годом сократился экспорт из Казахстана в Российскую Федерацию, но увеличился существенно импорт. То есть для России стали более благоприятные условия торговли с Казахстаном, но Казахстан ощутимого изменения от увеличения рынка от 17 миллионов до 170 миллионов не почувствовал. Например, ожидания от вступления Казахстана в таможенный союз были очень оптимистичными и были несколько завышенными. Предполагалось, что казахский бизнес получает возможность вести бизнес не только на своей территории, но в рамках всего таможенного союза. Но нужно было принимать во внимание, что условия ведения бизнеса в России по тому же ранкингу Doing Business Всемирного банка гораздо хуже, чем в Казахстане. Например, на условиях 2009 года это было видно, это сохраняется и сейчас. То есть внешняя среда для ведения бизнеса в России, она неблагоприятна и для своего бизнеса, не говоря уж про казахстанский бизнес. Поэтому плюсов от расширения рынка казахский бизнес не почувствовал, но казахстанские потребители реально ощутили удорожание импорта и повышение цен. Албетте, бул маселелер сиз айтып жаткан ошол таможенный союзга кошулгандан кийинки кыйынчылыктар жөнүндө президенттин деңгээлинде дагы айтылып жатат. Ал эми мына ушул маселелерден улам Казакстандын бул бирикмеден чыгышы жөнүндөгү маселе талкууланып жатабы? Мен билгенден Казак оппозициясы көтөргөн эле. Ну, в целом, видите ли, я думаю, что решение о создании таможенного союза все-таки было политическим. Например, при принятии решения наше руководство базировалось на выводах, сделанных Российской академией наук. По их оценкам, прирост ВВП в Казахстане был бы существенным, и они ожидали, что самый большой плюс от присоединения к таможенному союзу получит Казахстан. Но было очевидно, что это было политически мотивированное исследование, оно я сомневаюсь в его объективности, и я думаю, что решение нашего руководства должно было основываться на проведении такого исследования казахстанскими учеными. К сожалению, таких попыток проанализировать последствия принятия решения не было предпринято. Поэтому мы, как говорят, не зная брода, не суйся в воду. Мы, не задумываясь о последствиях присоединения к таможенному союзу, приняли политическое решение и сейчас расхлебываем последствия принятия этого решения. Практически это решение было политическое, принятое лидерами, и нашего волеизъявления, нашего согласия не требовалось. Эгер мына ошол нааразычылыктар президенттин деңгээлинде айтылып жатканын эске алсак, анда мына ошол сиз айтып жаткан саясий чечимди өзгөртүүгө казак бийлигинин саясий эрки болушу мүмкүнбү? Деги ушул жөнүндө сөз туруп атабы?
Были попытки представителей гражданского общества донести до властей мысль, что особенно после аннексии Крыма следовало бы отложить принятие решения по Евразийскому экономическому союзу. Оно было подписано 29 мая в Астане, потому что уже весной было очевидно, что последуют санкции. Какое последствие окажут эти санкции для российской экономики и для собирающегося создать Евразийского экономического союза, было тревожным. Но и идея была такая: отложить создание Евразийского экономического союза до тех пор, пока не будут урегулированы отношения между Россией и Украиной. Буквально вчера депутат Сената парламента озвучил предложение, учитывая кризис российской экономики в настоящий момент, отложить создание Евразийского союза с 1 января 2015 года до тех пор, пока ситуация в экономике не будет стабилизирована и можно будет строить какие-то прогнозы и планы. В настоящий момент рубль падает, и ни одно падение этого рубля непонятно. В то же время падает и нефть, и российская экономика, и казахстанская экономика в значительной степени основываются на нефтяных доходах, и это катастрофическим образом влияет на пополнение доходов бюджета, на снижение прогнозируемого уровня роста, на сокращение расходов и так далее по цепочке. Егер Казахстандагы саясий кырдаалдан улам бул сиз айтып жаткан маселени карай турган болсок, демек бул мажлистин деңгээлинде бул маселенин көтөрүлүп жатышын кандайдыр бир жогору жактагы чакырык катары кароого болобу? У меня есть два варианта, от чего прозвучали такое заявление из уст сенатора. По одному варианту не исключено, что не за горами выборы, и, может быть, это попытка завоевать лояльность электората в условиях выборов. Хотя как раз депутат Касымов был назначен на должность сенатора президентом. У нас есть список, число мест в Сенате, которые назначаются, подписываются президентом. Он не избирается. У нас Сенат вообще косвенно избирается через депутатов маслихата в областях. Это один вариант. Второй вариант, что у нас депутаты хорошо управляемы. Обычно они озвучивают те идеи, которые рождаются в администрации президента. Не исключено, что в данном случае эта идея где-то в недрах аппарата созревает, и это попытка подать в русло публичной дискуссии такую идею, чтобы сказать, что да, показать, скажем так, беспокойство, дать сигнал обществу, что они тоже задумываются о последствиях в данный момент для казахстанской экономики той ситуации, которая происходит в российской экономике. Ал эми мына ошол тигил же бул өлкөнүн азыркы учурда айтсак Казакстандын мына ошол Бажы союздан чыгуусу кандайдыр бир процедуралар менен бекитилгенби? Выход из таможенного союза, вот знаете, я бы очень пессимистично оценивала возможность выхода из таможенного союза. В российские СМИ очень растиражировали такое заявление нашего президента, данное в одном из интервью, где он сказал, что если Евразийский союз не будет отвечать интересам Казахстана, мы можем выйти из него. Но действительность такова, она, например, совершенно очевидно была озвучена в парламенте Белоруссии, когда там обсуждалась возможность выхода для Белоруссии из Союза, было обозначено, что поскольку в данный момент 3 страны, та сторона, которая хочет выйти из Союза, может выйти, если 2 другие стороны согласятся с этим решением. Поэтому практически реализуемость выхода из таможенного союза, она сведена к нулю. Например, если Европейский Союз когда-то создавался вокруг Германии и Франции, то в последний кризис мы были в зоне евро, мы все были свидетелями, как германская экономика взяла на себя бремя финансирования расходов, связанных со спасением греческой экономики, испанская, португальская экономика тоже испытывали кризис. В данном случае ухудшение ситуации в России, скатывание России в рецессию делает практически невозможным реализуемость этого сценария. Казахстан вовсе не настаивает на вступлении Армении в Евразийский союз, потому что
Потому что у нас экспорт-импорт на данный момент, вот, например, по итогам 10 месяцев 2014 года сведен к нулю. У нас никаких торговых отношений, то есть они есть, но в общей статистике, как доля Армении в общей доле экспорта и доля Армении в общей доле импорта Казахстана, нуль по обеим сторонам этой таблицы, и по экспорту, и по импорту. Поэтому для нас она не является торговым партнером, и решение присоединить Армению к Евразийскому экономическому союзу – это решение российского руководства. Поэтому, если смотреть вот так вот по позициям, это касается и других потенциальных участников Союза. Например, в данный момент и Таджикистан, некоторое время назад пытались сюда привлечь и Таджикистан. Очевидно, что бремя поддержки этих небольших, слабых экономик должен кто-то нести. Кто будет поддерживать вот эти экономики, это большой вопрос. Я думаю, что у России просто на это не хватит.